Большой и славный 70-летний путь прошел коллектив Казанского авиапромышленного объединения имени Горбунова. В настоящее время коллектив объединения осуществляет серийное производство среднемагистрального пассажирского авиалайнера Ту-214, разработанного в конструкторском бюро имени Туполева. Эта перспективная машина предназначена для перевозок от 180 до 210 пассажиров. Самолет отличается более высокими, чем у его предшественников, летно-техническими характеристиками. Максимальная дальность полета до 7000 км, крейсерская скорость 810-850 км в час, высота полета 12 тысяч метров. Управление осуществляется экипажем из 3 человек. Интерьер самолета обеспечивает пассажирам высокий уровень комфорта. В настоящее время ведется работа по созданию нескольких модификаций самолета Ту-214, которые будут соответствовать разнообразным требованиям заказчиков, вплоть до переоборудования из пассажирского варианта в грузовой и наоборот. Самолет Ту-214 прошел международную сертификацию в условиях жаркого климата. Сейчас путь на север. «30 лет назад, в 1969 году, на живописном месте среди вековых сосен был построен Дворец культуры химиков. Сегодня у него юбилей, праздник. Концерт начался с родительских поздравлений. В качестве родителей выступили руководители акционерного общества «Казань-Оргсинтез». Теплым и искренним было поздравление главы администрации Московского района Гузалии Мингиной. Кадрлы Дуслан, добрые друзья, как здорово, что сегодня мы все вместе собрались отметить день рождения Дворца искусства. Все коллективы, занимающие в этом замечательном дворце, это целое богатство для нашей республики. Мы сегодня преклоняемся перед всеми вами. Почему? Да потому что ни на минуту сегодня дворец этот не закрывается. Каждый день, каждый час, каждую минуту здесь звучат голоса наших детей. Здесь творится чудо. Чудо к богатству, к обучению, творчеству. За большую педагогическую работу, направленную на воспитание подрастающего поколения, развитие художественного творчества и в связи с 30-летием со дня образования наградить почетной грамотой администрации Московского района. Много добрых слов было сказано в адрес юбиляра. Ведь Дворец культуры со дня основания стал одним из любимых мест для жителей района и города. В юбилейной концертной программе выступили все творческие коллективы дворца. И был праздник. Вот уже 5 лет Кукмарская машинно-технологическая станция занимает первое место в Татарстане по ремонту машин, тракторов и комбайнов. Сравните, если 43 станции республики производят в год ремонт на 8 миллионов рублей, то только лишь одни кукмарцы на 4 миллиона или 50%. А в год здесь ремонтируется 1000 тракторов и 500 автомашин разных марок. Сегодня станция, способствующая занятости населения Кукмара, располагает современным парком металлообрабатывающего оборудования. Здесь производится ремонт задних подвесок, создано серийное производство глушителей к автомашинам КАМАЗ, УАЗ, ГАЗ. Организовано алюминиевое литье.
На станции есть цех по производству рессор 15 модификаций. Есть свой мини-завод по изготовлению резинотехнических изделий в широком ассортименте. Продукция Кукмарской МТС пользуется большим спросом во многих районах Татарстана и регионах России. Глава администрации района Наиль Камилович Шакиров так прокомментировал работу Кукмарской МТС. Использовать потенциал, который создан за последние годы, будет грешно. Его надо направить на увеличение сельскохозяйственного производства. И все, сегодня у нас очень большой, очень сильный материальный технический база района сельхозтехники. Его надо правильно только использовать. Хайдар Ага Искандеров, ветеран войны. Недавно ему исполнилось 77 лет. Да, пальцы стали меньше слушаться. А когда-то он был первым парнем в Ягодной Слободе, гармонистом и творцом этих гармоний тальянок. 50 лет отдал он этому скрупулезному труду. Самоучка, талант. Он даже со счета сбился, сколько смастерил гармоний за эти годы. 2000 будет, говорит он. И сегодня свою любимую работу не бросает. За лето сделает заготовки, а зимой их собирает. Каждая гармонь — искусство. Только народ обеднял сегодня, мало покупает. А товара много, посетовал Хайдар Ага. Все равно радостно на душе. Он знает, что где-то мелодии его гармонии приносят людям счастливые минуты в их жизни. Это спортивные медали 5-кратного чемпиона России и 6-кратного чемпиона мира в двоеборье. Он дважды был обладателем Кубка России и Кубка мира. Фанис Салахиев. Родился и вырос в деревне Старый Ирюк Вятскополянского района Кировской области. Еще в школе Фанис занимался борьбой, штангой, гирями, боролся на сабантуях и побеждал. После школы он поступил в Альметьевский техникум физкультуры. Затем армия. Сейчас Фанис живет и тренируется в рабочем поселке Кукмар. Его тренер Владимир Николаевич Федоров, заслуженный тренер Татарстана. Друзья шутят. Доигрался гирьками, стал чемпионом. Первый чемпионат мира по гиревому спорту проходил в городе Липецке в 1993 году. В этих соревнованиях я участвовал в весовой категории до 90 килограмм. И стал сильнейшим в этой весовой категории. Для меня запоминающим этот чемпионат стал из-за того, что был первым. И первый раз всегда тяжело выигрывать. После моего успешного выступления в 1993 году здесь открылись новые секции для подготовки спортсменов. И уже в 1999 году уже можно сказать, что есть резерв, молодежь, которая может продолжить мои успешные выступления в гиревом спорте. Все рекорды в рывке, в толчке и в сумме баллов принадлежат Фанису Салахиеву. Новых побед тебе, Фанис!